Кыргызстан менен Россиянын ар тараптуу кызматташуусун жаңы баскычка көтөрүү жана буга чейинки стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө, энергетика, өндүрүш, транспорт жана башка тармактарда кызматташууну караган ондогон документке кол коюу. Бул Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин 28 мартта Кыргызстанга болгон мамлекеттик визитинин жыйынтыгы. Владимир Путин расмий Бишкекке президент Сооронбай Жээнбековдун чакыруусу менен келди. Манас аэропортуна Россиянын номер 1 борту 28 мартта таң эрте келип конду. Владимир Путинди аэропортто мамлекет башчыбыз Сооронбай Жээнбеков өзү тосуп алды. Мамлекеттик визиттин жолжобосу ушундай. Түшкө жок Россия лидерин президент Жээнбеков аларча мамлекеттик резиденциясында ардак кароол менен тосуп алды. Протоколго ылайык эки мамлекет башчысы учурашып, эки өлкө гимни жаңырды. Эки тараптын өкүлдөрү бири-бирине тааныштырылып, президенттер чакан курамда сүйлөшүүгө киришти. Анда Сооронбай Жээнбеков россиялык кесиптеши менен жылуу учурашып, Кыргызстанга мамлекеттик визит менен келгени үчүн ыраазычылык билдирди. Уважаемый Владимир Владимирович, добро пожаловать в Кыргызскую республику. Мы сердечно приветствуем вас. Мы очень рады нашей встрече с вами. Мы признательны вам, что приехали к нам с государственным визитом, и кыргызстанцы вас знают и ценят как истинного друга, близкого друга, надежного друга. И мы всегда рады вам и нашим российским друзьям, когда они приезжают к нам. И Россия для нас это надежный, близкий, верный союзник и важный, долгосрочный стратегический партнер. И мы всегда дорожим нашими отношениями с Российской Федерацией. И благодаря вам, вашей личной поддержке, ваше личное участие вывело наши двусторонние отношения на качественно высокий уровень. И мы в том году несколько раз встретились, встречались. В этом году вторая встреча. И каждая встреча наша дает толчок в нашем развитии. Очень высоко ценим поддержку России, адаптацию нашей страны в условиям Евразес. Өз кезегинде Владимир Путин чакырууга ыраазычылык билдирип, президент Жээнбековдун аракети менен Кыргызстанда абал тынч, туруктуу турганын белгиледи. Я прежде всего хочу вас поблагодарить, уважаемый Шарман Шарипович, за приглашение. Мы с вами не так давно виделись, уже говорили по текущим проблемам. Приятно, что мы сегодня можем возобновить наш диалог. Могу ответить так же, как и вы в отношении Кыргызстана. Кыргызстан наш надежный союзник и стратегический партнер. Это о многом говорит, поэтому мы работали и будем работать и в двухстороннем плане, и на международных площадках. Только что мы с вами говорили, здесь совсем скоро Кыргызстан принимает крупную международную организацию, будет большое международное мероприятие, саммит Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, что он пройдет на хорошем, высоком уровне. Я в начале нашей беседы хотел бы особенно отметить, что благодаря вашим усилиям в Кыргызстане спокойная, стабильная обстановка, которая дает возможность решать задачи социально-экономического характера. Вот я думаю, что прежде всего сегодня будем об этом говорить. Еще раз большое спасибо вам за приглашение. Эки өлкөнүн соода сатыгынын жыл сайын өсүүсү, эки тараптуу жана ЕАЭП, Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишими уюму өңдүү уюмдардагы көп тараптуу кызматташтыгы, маданий гуманитардык кызматташуу маселелери тууралуу кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөрдө да сөз болду. Кыргызстан менен Россия ортосунда эч кандай пикир келишпестик жок. Бул туурасында президент Жээнбеков билдирди. С удовлетворением отмечаю высокий уровень и активную динамику нашего двустороннего сотрудничества. Мы расширяем и углубляем наше взаимодействие
в сфере торговли, промышленности, транспорта и миграции. Поступательно развивается военное и военно-техническое сотрудничество. Хотел бы выразить благодарность за очередную помощь вооруженным силам Кыргызстана. Мы признательны за ваше решение повторно предоставить миграционную амнистию для граждан Кыргызстана. Это большая поддержка для наших соотечественников в России. Объем товарооборота между нашими странами постоянно увеличивается. Хороший эффект мы фиксируем и от присоединения Кыргызстана к ведущему нашему интеграционному процессу, к Евразес, но и в двустороннем плане. Вы сейчас сказали о тех направлениях, которыми мы занимаемся и которые обсуждали с вами с глазу на глаз и в узком составе. Это, кроме экономики, гуманитарные связи, образовательные контакты. В России обучается несколько тысяч кыргызских молодых специалистов. Мы согласны с вашим предложением объявить ближайшие годами российско-кыргызского сотрудничества. Биргелешкен билдирүү жана ондогон документтерге кол коюлушу Владимир Путиндин мамлекеттик визитинин жыйынтыгы. Визитти чагылдырууга эки тараптан 200дөн ашуун жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрү катышты. Журналисттер үчүн билдирүүдө президенттер кол коюлган документтер эки өлкөгө тең пайда алып келерин, ар тараптуу алака стратегиялык өнөктөштүк духта өнүгөөрүн белгилешти. Мы подписали внушительный пакет двусторонних соглашений. Они отвечают интересам обоих государств и призваны вывести наши взаимоотношения на новый качественный уровень. Уверен, что их реализация принесет много пользы народам двух стран. На переговорах стороны выразили заинтересованность в развитии многопланового сотрудничества между нашими странами. В духе стратегического партнерства мы намерены углублять внешнеполитическое, торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество. В рамках союзнических отношений вместе будем действовать для обеспечения региональной безопасности. Сегодня мы договорились провести в 2020 году год Кыргызской Республики в России и Российской Федерации в Кыргызстане. Эти мероприятия станут весомым вкладом в укрепление нашего стратегического союзничества. Мы также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, рассмотрели вопросы нашего взаимодействия, в том числе в рамках таких региональных организаций, как ОДКБ и ШОС. В ходе переговоров была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении отношений в политической, культурной, гуманитарной сфере, да, и в других областях, включая военно-техническое и военное сотрудничество. Конкретные направления развития многоплановых российско-киргизских отношений и связей отражены в принятом нами с президентом совместном заявлении, которое мы только что подписали. На решение практических задач двухстороннего сотрудничества также нацелены подписанные только что на ваших глазах многочисленные документы. Конечно же, особое внимание на переговорах как в узком составе, так и с участием руководителей ключевых министерств и ведущих ведомств мы уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. Россия лидеринин Кыргызстанга болгон мамлекеттик визитинин алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Алар транспорт, энергетика, өндүрүш, медицина, аскерий жана аскерий техникалык кызматташууну камтыйт. Белгилей кетсек, Россия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик визитинин алкагында эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ректорлорунун биринчи форуму өтүп, бир катар эки тараптуу кызматташуу келишимдерине кол коюшту. Ушул эле визит алкагында кыргыз-орус ишкерлеринин конференциясы орун алды. Бул иш-чаранын масштабдуулугу ага катышкан россиялык ишкерлердин саны менен эле эмес, түзүлгөн келишимдер менен дагы өзгөчөлөнөт. Алдын ала айтылган маалыматтарга караганда, анын жыйынтыгы бир нече миллиард долларды түзөт.